присоединиться. Зайду в профиль, Ага. напишу еще раз. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о результатах всероссийских проверочных работ по химии 2021 года. Какие типичные ошибки были допущены при выполнении работы в 8 и 11 классах? Проанализированы работы, которые мы с вами писали весной. Осенью мы эти работы пока не трогали, а вот я проанализировала процент результата выполнения работы, которые были весной 8 и 11 классов. Сегодня мы с вами посмотрим, какие были предметные и метапредметные дефициты при выполнении заданий ВПР на республиканском уровне. Прежде всего, хочется затронуть вот какой вопрос. Как бы мы ни относились к ВПР, к самим ВПР, к их проведению, но это внешняя оценка качества образования. Поэтому мы будем это делать. И для того, чтобы достойно выглядеть, мы должны с вами проводить определенную работу систематически. Может быть, не на каждом уроке, но эту работу надо вести систематически. А для того, чтобы знать врага в лицо, надо его просто знать. Да? Вот сегодня мы с вами поговорим об этом. Итак, сколько школ принимало участие по Республике Коми? В 8 классах писала контрольную работу, всероссийскую проверочную работу 156 образовательных организаций. Вы знаете, что в каждой образовательной организации писали либо один класс писал, либо 2 класса. Это уже в разных школах по-разному. В 11 классах принимали участие в проведении всероссийской проверочной работы 188 образовательных которые принимали официальное участие вот в этой работе. Что же показала работа? Первое. На представленной диаграмме вы видите процент полученных оценок. Двойки, вот в этой колоночке двойки, это диаграмма, вот эти 2 столбика тройки, вот эти 2 столбика четверки и, наконец, последние 2 столбика – это пятерки. И если мы сравним данные по Российской Федерации и по Республике Коми, мы с вами увидим вот какую картину. Посмотрите, пожалуйста, если мы берем двойки и тройки, то очень хорошо видно по величине диаграмм, у нас с вами в Республике Коми больше процент учащихся, которые получили эти оценки. Но особенно больше, гораздо больше троек, тех, кто написал на 3. Посмотрите, пожалуйста. Вернее, вот она, вот это вот Российская Федерация, а вот это Республика Коми. Да, больше. Но теперь посмотрите, пожалуйста, на 2 диаграммы, которые показывают процент набранных четверок и пятерок. Смотрите, пожалуйста, если четверок незначительно меньше, там 0,8 балла, скажем, условно это было, да, то процент выполненных, по процент полученных пятерок уже на 2%, на 2,5% меньше. То есть качество знаний, то, что мы с вами называем качеством знаний на территории Республики Коми, оно меньше по 8 классам. Поверьте, пожалуйста, по 11 классам будет сход. Так, мы с вами посмотрим выполнение заданий в 8 классе и в 11 классе, и посмотрим подробно, где какие задания хуже выполнены, какие лучше выполнены. Итак, задание 8 класса. Первое задание, которое, может быть, любому человеку покажется очень легким, но посмотрите, пожалуйста. Итак, внимательно рассмотрите предложенные рисунки. Укажите номер рисунка, на котором изображен объект, содержащий индивидуальное химическое вещество. Какие вещества содержатся в объектах, изображенных на остальных рисунках? Приведите по одному примеру. Для каждого вещества укажите его химическое название и формулу. Итак, вот этот вопрос состоит из 2 частей. И это первоначальные химические понятия. Посмотрите, пожалуйста. Достаточно простой вопрос. Тут, ну, на мой взгляд, даже задумываться не о чем. И посмотрите процент выполнения. По Российской Федерации 74,19, по Республике Коми 70,15%, 4% разрыв.
Если мы посмотрим выполнение второй части этого задания, то увидим немножко иную картину, но опять же по Республике Коми процент выполнения этого задания чуть меньше. Второе задание по превращению одних веществ в другие, то есть признаки физических и химических явлений. То, что мы опять с вами рассматриваем только в начале изучения курса химии в 8 классе. Из представленных ниже рисунков выберите тот, на котором изображено протекание химической реакции. Так, вот такие рисунки были, или примерно такие же, они взяты, кстати, из демоверсии. Протекание химической реакции изображено на рисунке. Нужно было определить, где здесь химическая реакция, а где физическая реакция. Объясните сделанный вами выбор. Укажите один любой признак протекания этой химической реакции. И посмотрите, пожалуйста, опять же, одно из самых простых заданий. И опять в первой половине задания, первая часть этого задания, процент выполнения на территории Республики Коми составил 4 с лишним процента, почти 4,5%. Вторая половина задания, чуть-чуть разрыв здесь небольшой, выполнено чуть хуже, но тем не менее, опять же, хуже. Далее. Следующее задание, задание номер 3. В таблице приведены названия и химические формулы некоторых газообразных веществ. Ну, вы видите эти вещества. К сожалению, может быть, табличка будет очень мелкой, но вы видели наверняка все эти задания. Я думаю, не составит сложности посмотреть вам самим вот эти задания. В одном варианте они были такие же, в другом они были немножко другие. Итак, посмотрите. Используя предложенные вам справочные материалы, вычислите малярные массы каждого из газов и запишите полученные данные в таблицу. Итак, малярную массу нужно только сосчитать. Следующий вопрос. Каким из приведенных в таблице газов следует наполнить шарик с практически невесомой оболочкой, чтобы он оказался легче воздуха и смог взлететь? Средняя молекулярная масса воздуха равна 29 грамм на моль. Укажите номер вещества и объясните вывод. Вот у меня табличка, она висит. Давайте я ее подвину сюда, чтобы вы видели результат. Смотрите, пожалуйста. Итак, процент выполнения по Российской Федерации 70,96, по Республике Коми немножко выше. Вторая половина задания. Каким газом из перечисленных газов следует наполнить шарик? Опять же, немножко выше у нас с вами процент. Но это один из немногих вопросов, где получился вот такой результат, где выше, чем в среднем по территории Российской Федерации. Следующее, задание 4. Вы помните, что это задание было по периодической системе строения атома. Даны два химических элемента А и Б. Известно, что в атоме элемента А содержится 12 протонов, а в атоме элемента Б 16 электронов. Используя периодическую систему химических элементов, определите химические элементы А и Б. Если вы помните, коллеги, там была тоже табличка. И вот в эту табличку нужно было вписать химические элементы и остальные данные, которые требуется найти. Вторая часть задания. Укажите номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов, в которых расположен каждый элемент. Третья часть вопроса. Установите, металлом или не металлом являются простые вещества, образованные этими химическими элементами. Составьте формулы высших оксидов, которые образуют элементы А и Б. И вот давайте мы с вами посмотрим процент выполнения каждого задания. И опять я перетяну табличку. Вот посмотрите. Здесь мы практически так же выполнили работу, как в целом дети по России. Первая половина задания, посмотрите, первая часть задания, чуть-чуть у нас небольшой разрыв. Вторая половина задания у нас немножко лучше, на 0,1%. На третью часть задания чуть хуже.
И четвертая часть задания тоже чуть хуже. Но в целом, посмотрите, пожалуйста, результаты неплохие. Вот по выполнению этого задания тоже результаты неплохие. Следующее. Задание номер 5. Используя данные, приведенные ниже таблицы, определите, какую массу углеводов получил при этом организм девушки. Ответ подтвердите расчетом. Содержание углеводов в некоторых соках. И представлена табличка. Во втором варианте была немножко другая задача. Там в одной было про соки, в другой то ли про конфеты, то ли еще про что-то было. Но смысл задания был абсолютно одинаковый. Вторая половина задания. Какую долю суточной физиологической нормы составляет потребленное Машей количество углеводов? Ответ подтвердите расчетом. И давайте посмотрим. Вот такое же задание, примерно такое же задание было в математике, в ОГЭ по математике за 8 класс. И есть подобные задания в ЕГЭ по математике за 11 класс в базовом уровне. Вот посмотрите, задания сходные есть и у нас, и у математиков. Итак, при этом с первой половины задачи, там, где нужно было вычислить общую массу углеводов, которую получил организм девушки, дети на территории Республики Коми справились на 3%, да, на 3,8% хуже. А вот со второй частью задачи, хотя здесь сложного в общем ничего не было, какую долю суточной физиологической нормы составляет потребленное Машей количество углеводов, в ответ подтвердите расчетом. Вот здесь уже вы видите, какая большая проблема. Для наших детей это было, скорее всего, незнакомым, поэтому это и вызвало такие затруднения. Действительно, при решении задач на нахождение массовой доли либо химического элемента, либо растворенного вещества мы с вами чаще всего находим совсем другие данные. Во-первых, текст самой задачи нестандартный. Дети к таким задачам не привыкли, а уж про суточную физиологическую норму здесь и нечего говорить. Наши дети таких задач, скорее всего, не видели. Вот я думаю, что никто из коллег пока не использует такие задания на каких-то проверочных работах или вообще при объяснении новой темы. То есть в работе нужно использовать эти задания для того, чтобы ребенок их видел и мог их решать. Следующее. Задание 6. Имеется следующий перечень химических веществ. Были перечислены химические соединения. Нужно было первое, написать формулы каждого из указанного веществ. И вот посмотрите, где были проблемы. Ну, калий писали, хлор вроде как писали, несмотря на то, что это газ, вроде как сообразили, что надо написать хлор-2, и алюминий написали. А вот хлорид калия и сульфат алюминия почему-то вызвали проблемы. Водород многие писали просто H, и серную кислоту, я не знаю, с чем это было связано, но многие серную кислоту, вот лично мои дети почему-то серную кислоту писали тоже неверно. Многие писали сернистую, какую угодно. Итак, вторая часть задания. Какое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему описанию? Ядовитый газ желто-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом. Третья половина задания. Из данного перечня выберите любое сложное вещество, запишите его химическую формулу и укажите, к какому классу неорганических соединений оно относится. Четвертая часть задания. Из приведенного перечня веществ выберите любое соединение, состоящее из атомов 3 элементов. Вычислите массовую долю кислорода в этом соединении. И последняя расчетная задача. Найдите количество вещества газообразного водорода. Давайте с вами посмотрим на процент выполнения заданий. И опять я перенесу, вот посмотрите, пожалуйста, вот эту табличку. Посмотрите, первая часть задания, там, где нужно было написать химическую формулу. Видите, опять же, хуже мы. Вторая половина, там, где нужно было указать формулу газа, который ядовитый газ желто-зеленого цвета. И опять немножко хуже. Следующее задание. Посмотрите, обратите, пожалуйста, внимание, какой разрыв, целых 7%.
Из данного перечня выберите любое сложное вещество. То есть проблему вызвало определить, где простое, а где сложное вещество. Видите, 6%, 6 небольшим процентов. И следующая часть задания, следующая. Из приведенного перечня выберите любое соединение, состоящее из атомов трех элементов. Вычислите массовую долю кислорода в этом соединении. Затруднение вызвало определение массовой доли химического элемента. Вот посмотрите, опять же разрыв практически в 5%. Ну и, наконец, последнее – найти количество вещества. Задача простая. С чем было связано такое затруднение, тоже не совсем понятно. Следующее. Задание 7. Ниже дано словесное описание двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был приведен в задании 6. Итак, дано было две реакции. Но они записаны были не символами химических элементов, формулами, а записаны словами. Нужно было составить уравнение указанных реакций, используя химические формулы. Второе, вот те, которые были в предыдущем задании. Второе, в зависимости от числа и состава веществ, вступающих в химическую реакцию и образующихся в результате нее, различают реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Смотрите, все уже сказали, да? Итак, выберите любую реакцию и укажите ее тип. Итак, из приборов, изображенных на рисунках, выберите тот, с помощью которого можно получить газообразный водород по реакции. Итак, реакция 2, вот эта вот реакция, нужно было определить, по какой картинке, вверх там пробирка или вниз пробирка, можно было получить водород, собрать газообразный водород. Следующее. Вот посмотрите, пожалуйста, да, еще надо было ответить на вопрос, каким методом вытеснения воды или вытеснения воздуха получают водород в этом приборе. Ну и ожидаемо. Там, где нужно было сказать, исходя из собственного опыта, какой газ легче, а какой газ тяжелее, посмотрите, пожалуйста, процент выполнения задания сразу упал. Итак, опять же, посмотрите, в целом по России такой процент, а по Республике Коми опять ниже процент. Следующее. Справедливости ради замечу, что составление уравнений химических реакций всегда вызывает определенные затруднения. И здесь точно так же не обошлось без этих затруднений. Посмотрите, пожалуйста, тоже дети не очень хорошо справлялись с этими заданиями. Но если мы с вами вернемся к предыдущему заданию, посмотрите, пожалуйста, написать надо было химические формулы, а потом использовать их при написании химических уравнений. И посмотрите, пожалуйста, опять. Вот насколько низкий процент выполнения этого задания. И опять же, на территории Республики Коми дети, опять же, гораздо хуже, чем в целом по России, справились с этим заданием. Посмотрите, в целом вызвало достаточно большие затруднения это задание. Следующее. Задание 8. Установите соответствие между названием химического вещества и областью ее применения. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ну, здесь худо-бедно, но еще определяли, что и где. Вы видите, да, процент выполнения задания какой по сравнению с предыдущим заданием? Видите, здесь 37,4, а здесь это уже 60,35. Здесь дела-то обстоят немножко получше. Но опять же, если бы здесь были химические формулы, то опять дела бы обстояли не так хорошо, как вот они вот здесь вот написаны. Итак, с этим упражнением справились. 9 задание. Из приведенного списка выберите верное суждение о правилах поведения в химической лаборатории и обращении с химическими веществами. В ответе запишите цифры, под которыми они указаны. Задание может быть несколько верных суждений. Ну и перечислены правила работы в химической лаборатории.
Ну что, здесь, если ребенок не лишен здравого смысла, я думаю, даже если он в глаза никогда не видел ни шпатель, ложечку, ни все остальное, он в любом случае выполнит правильно эти задания. Процент выполнения заданий указал именно на это. Посмотрите, вот здесь у нас чуть-чуть повыше процент выполнения. Но опять же повторяю, если посмотреть, если внимательно прочесть, то можно увидеть и результат. Итак, вот это задание, оно, конечно, проверяет прежде всего читательскую грамотность и, во-вторых, проверяет, естественно, научную грамотность. Следующее. Выполнение заданий 11 класса. Итак, что у нас с 11 классом? Давайте посмотрим опять же по каждому из заданий. Первое задание, которым вроде как, ну, все настолько просто, все предельно просто, и в общем, непонятно, где тут можно было ошибиться, но тем не менее. Вот посмотрите. Из курса химии вам известны следующие методы познания веществ и явления: наблюдение, эксперимент, измерение и моделирование. И нужно было найти примеры применения некоторых из этих методов. В таблицу нужно было записать название метода познания и соответствующий этому методу номер рисунка. И опять же, посмотрите, уважаемые коллеги, опять процент выполнения на территории Республики Коми меньше на целых 4%. Второе задание. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого химического элемента. Задание простое. Это в ЕГЭ, ОГЭ, в ОГЭ 9 класса таких заданий очень много, и их можно использовать в качестве тренировочных заданий. Посмотрим дальше. На основании анализа предложенной модели выполните следующее задание. Определите химический элемент, атома которого имеет такое электронное строение. Укажите номер периода и номер группы в периодической системе химических элементов. Третье. Определите, к металлам или неметаллам относится простое вещество, которое образует этот химический элемент. Ответы запишите в таблицу. Ну и самая главная проблема была, ну, во-первых, определить, да, химический элемент. Хотя здесь способов определения несколько. Самый простой из них — пересчитать вот эти точки электроны и определить, какой это химический элемент. И вписать в таблицу данные. Период, группа. Какой химический элемент, период и группа. Но опять же, вот тут была просто непреодолимой задачей определить, металл это или не металл. Мы привыкли уже к раскрашенным периодическим системам. У нас полиграфия очень хорошая, красочные периодические системы и в учебниках, и те, которые дети приобретают, и, конечно, те черно-белые таблицы, которые были в пакете контрольно-измерительных материалов, для многих детей они видели их впервые. И, естественно, по ним было очень сложно определить, где находится металл, а где находится не металл. И, соответственно, результаты. Посмотрите, пожалуйста. Итак, по России средний балл 82,71, по Республике Коми 81,3. Опять же, незначительно, но опять же у нас процент меньше. Следующее, третье задание. Периодическая система химических элементов Менделеева – богатое хранилище информации о химических элементах, их свойствах и свойствах их соединений. Так, например, известно, что с увеличением порядкового номера химического элемента способность атома принимать электроны, электроотрицательность в периодах усиливается, а в группах ослабевают. Учитывая эти закономерности, расположите в порядке увеличения электроотрицательности следующие элементы. Итак, указан ряд элементов. В ответе запишите символы элементов в нужной последовательности. И опять посмотрите, коллеги. Процент выполнения по России 67,69%. По Республике Коми 61,48. Хотя вопрос, в принципе, достаточно простой. Только указать нужно, но главное, чтобы ребенок знал, что
электроотрицательность и какие свойства усиливаются по направлению к фтору, а какие в обратном направлении. Больше ничего не нужно в этом задании. Следующее, 11 класс. Ну вот тут многие коллеги могут мне сразу возразить. Многие скажут, многие химию не сдают. Весной уже совершенно очевидно, что ребенок не сдает химию в качестве экзамена на ЕГЭ, да, в качестве вступительного экзамена. Поэтому многие уже, для многих это, в принципе, простите, проходная дисциплина, за которую многие получают только оценку в аттестат. Больше ничего не интересует. Но тем не менее, вот этот навык, он формируется еще в 9 классе. Посмотрите, пожалуйста, вот это старые грехи, которые тут всплывают. Следующее. Задание номер 4. В приведенной ниже таблице перечислены характерные свойства веществ, которые имеют молекулярное и ионное строение. Используя данную информацию, напишите, определите, какое строение имеет вещества азот и поваренная соль. Написана формула. Запишите ответ в отведенном месте. Даны физические свойства веществ. Нужно определить, какой тип кристаллической решетки. Примерно одинаковый процент выполнения. Ну, здесь достаточно высокий процент, да? Хотя вот тут вот, но я думаю, что здесь проблем-то в общем никаких, потому что дети хорошо знают поваренную соль и азот. Ну, многие еще не забыли, что азот – это основная доля воздуха, которым мы дышим. Следующее задание. Задание 5-7. Там несколько заданий в одном. И это задание опять на читательскую грамотность. Вот здесь обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, там было напечатано практически на пол-листа, а здесь оно написано. Посмотрите, пожалуйста, написано практически на целый слайд формулировка этого задания. Ну, значит, про аммиак. В промышленности получают взаимодействием азота и водорода при температуре 400-450 градусов под давлением в присутствии катализатора. В лаборатории аммиак можно получить взаимодействием хлорида аммония со щелочами. Аммиак – газ с характерным резким запахом, очень хорошо растворяется в воде. Водный раствор аммиака называется аммиачная вода или нашатырный спирт. С его помощью можно привести в чувство человека при обмороке. Хирурги обрабатывают им руки перед операцией. Помимо этого, этот препарат нашел широкое применение в косметологии. И вторая часть вопроса. Точнее, следующие вопросы. Аммиак легко взаимодействует с кислотами, образуя соли аммония. Так, аммиак с азотной кислотой образует нитрат аммония. За счет азота в степени окисления -3 аммиак может проявлять восстановительные свойства взаимодействия с кислородом, оксидом меди-2 или другими окислителями. Аммиак является исходным веществом для получения в промышленности азотной кислоты и азотных удобрений. И простите, пожалуйста, нет, все правильно, я пока дочитала, видите, я уже забыла, что было в начале. Итак, первый вопрос. Итак, это была прелюдия. Смотрите, пожалуйста, вот когда начал читать и когда закончил. Итак, 5 задание. Сложные неорганические вещества условно можно распределить, то есть классифицировать по 4 группам. То, что мы с вами систематически повторяем в 8 классе, в 9 классе на протяжении всего курса 9 класса и в 11 классе, зато мы в зависимости от того, какая у кого программа, кто-то в 10, кто-то в 11 классе повторяет неорганическую химию. Смотрите, процент выполнения этого задания высокий, в целом очень высокий, потому что несложно написать приведенные формулы, они приведены уже, их несложно распределить вот по этой табличке. Здесь у нас процент выполнения чуть повыше, чем в среднем по России. 6 задание, вот опять же к тому тексту, который был. Составьте молекулярное уравнение реакции получения аммиака из простых веществ. И посмотрите, вот если здесь способ получения аммиака в исходном задании, посмотрите, в лаборатории аммиак можно получить взаимодействием хлорида аммония со щелочами, и кто-то прочитал, кто-то пытался это уравнение записать, а в тексте задания нужно было получить аммиак из простых
веществ, то есть из азота и водорода. Укажите, с каким тепловым эффектом, с поглощением или выделением теплоты протекает эта реакция. Ну вот это просто надо знать, поглощение или выделение теплоты. И процент выполнения задания, смотрите, в целом, опять же, по республике Коми практически на 3% ниже. Следующее. Задание 7. Итак, третья часть вот этого большого вопроса. Составьте молекулярное уравнение, упомянутое в тексте реакции между аммиаком и азотной кислотой. Укажите, к какому типу реакции, соединения, разложения, замещения, обмена относится эта реакция. Ну и опять традиционные уже, к сожалению, ставшие традиционные цифры и тенденции. Смотрите, опять на 2,5%, практически 2,5% меньше. Следующее, задание 8. В исследованной воде из местного колодца были обнаружены следующие катионы металлов. Итак, первое. Ион аммония, катион калия с зарядом +1 и катион бария с зарядом +2. Для проведения качественного анализа к этой воде добавили раствор сульфата натрия, натрий 2SO4. Какие изменения в растворе наблюдаются при проведении данного опыта? Концентрация веществ достаточная для проведения анализа. Вот пытаюсь совместить и одно, и другое. Смотрю, чат еще, может быть, вопросы какие-то уже появились. Итак, первое задание. Какие изменения в растворе наблюдаются при проведении данного опыта? Концентрация веществ достаточная при проведении анализа. И вторая часть ответа. Запишите сокращенное ионное уравнение произошедшей химической реакции. Ну и опять посмотрите, какая тенденция, печальная уже. 6% результат. Видите, какой разбег? Итак, концентрации и сокращенное ионное уравнение. Проблемы были с сокращенным ионным уравнением. Следующее. Дана схема окислительно-восстановительной реакции. Дана схема нужно превратить в восстановительную реакцию, то есть составить электронный баланс этой реакции, указать окислитель и восстановитель и расставить коэффициенты в уравнении реакции. И посмотрите, пожалуйста, это традиционно вот те самые задания для тех детей, которые не собираются сдавать и не сдавали ОГЭ, и не собираются сдавать ЕГЭ. Здесь процент выполнения 50 с небольшим, и здесь опять же такой же самый процент. Ну и опять печальная тенденция. Опять Республика Коми, результаты немножко ниже. Следующий слайд. Задание 10. Дана схема превращений. Напишите молекулярные уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить указанное превращение. И посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вроде как ничего сложного. Самое сложное, наверное, было написать уравнение реакции сульфида натрия с какой-либо кислотой. Это, наверное, самое сложное. И, наверное, вот здесь написать уравнение реакции взаимодействия с какой-либо щелочью. А точнее у нас либо с оксидом бария, либо с гидроксидом бария. Смотрите поглощение. И опять процент выполнения этого задания по Республике Коми опять оказался ниже, чем в среднем по России. Следующее задание – органическая химия. И вроде как задание несложное. Посмотрите, для выполнения заданий 11-13 используйте вещества, структурные формулы которых приведены в перечне. Вот они, эти задания. Из приведенного перечня выберите вещества, которые соответствуют указанным в таблице классам, группам органических соединений. Запишите в таблицу структурные формулы соответствующих веществ. И посмотрите, здесь только определить, к какому классу относится и какой высокий процент выполнения. И вот здесь, там, где молекулярное уравнение или окислительно-восстановительные реакции. Видите, здесь 50 с небольшим. А здесь уже 80 с небольшим. То есть вот это задание, несмотря на то, что это органическая химия, опять же показалось не таким трудным по сравнению с предыдущими заданиями. Но снова смотрите, пожалуйста, коллеги, тенденцию. Опять на территории Республики Коми, опять результаты на доли процентов, на процент, но они опять оказались хуже. Следующее, задание 12.
Предложенные схемы химических реакций впишите структурные формулы пропущенных веществ, выбрав их из приведенного выше перечня. Составьте коэффициенты в полученных схемах, чтобы получились уравнения химических реакций. Ну вот приведены схемы, вещества написаны были выше. Процент выполнения. Вот как только опять практическое что-то, посмотрите, опять вот как вот в этом задании схема превращения в предыдущие окислительно-восстановительные реакции. И вот здесь надо написать вещества, 5% выполнения, 50 с небольшим. И снова посмотрите, пожалуйста, процент выполнения этого задания на территории Республики Коми опять оказался практически на 3 с лишним процента меньше. 13 задание. 13 задание, вы видите, органическая химия, да еще надо написать уравнение превращения веществ, и задание сразу изначально оказалось очень трудным. Выполнила только это задание только треть из тех учащихся, которые выполняли работу. Ну вот давайте посмотрим подробно задание. Пропанол-1 применяют в качестве растворителя для восков, чернил, природных и синтетических смол, а также для синтеза пропионовой кислоты, пестицидов, некоторых фармацевтических препаратов. Пропанол-1 можно получить в соответствии с приведенной схемой превращений. Впишите в заданную схему превращения структурную формулу вещества X, выбрав его из предложенного выше перечня. Запишите уравнение двух реакций, с помощью которых можно осуществить эти превращения. Запишите название вещества X. Итак, вот процент выполнения. Посмотрите. И снова на 4 с лишним процента опять у нас результаты хуже. Следующее. Задание 14. Одним из важнейших понятий в экологии химии является предельно допустимая концентрация ПДК. Итак, ПДК – это такое содержание вредного вещества в окружающей среде, присутствуя в которой постоянно данное вещество не оказывает в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного влияния на настоящее или будущее поколение, не снижает работоспособности человека, не ухудшает его самочувствие и условия жизни. ПДК углекислого газа в воздухе составляет 9 грамм на кубический метр. На кухне площадью 6 кубических метров и высотой потолка 3 метра, оборудованной газовой плитой, при горении бытового газа выделилось 180 граммов углекислого газа. Определите, превышает ли концентрация углекислого газа в воздухе данного помещения значение ПДК. Предложите способ, позволяющий снизить концентрацию углекислого газа в помещении. Ну, на мой взгляд, для ребенка была достаточно сложная задача. Мы таких задач вообще не решаем, да, в курсе химии. Ну, может быть, кто-то из коллег может похвастаться тем, что использует такие задания, да? Ну вот, я честно скажу, у меня таких заданий нет. И для меня вообще удивительно было, что дети сообразили, как это делается. Ну вот, опять же вам, вот здесь первый признак того, что почему такие низкие проценты выполнения, да, заданий. Мы не делаем этих заданий, не делаем таких заданий. И посмотрите, пожалуйста, здесь опять из немногих заданий, по которым у нас процент получился чуть-чуть повыше, чем в целом по России. Последнее, 15 задание. Опять задание с практическим использованием, да? И посмотрите, какое. Для изготовления глазных капель используют 3% раствор йодида калия. В другом варианте, или это было сей год, или прошлый год, был сульфат калия и так далее. Но все время то ли глазные капли, то ли еще какие-то капли, но всегда капли. Йодид калия. Рассчитайте массу йодида калия и массу воды, которые необходимы для приготовления 300 граммов такого раствора. Запишите подробно ход решения задачи. Задание 8 класса. Это задания, которые встречаются опять же в курсе ЕГЭ. И встречаются ЕГЭ и ОГЭ по математике. Посмотрите, пожалуйста, опять процент выполнения заданий. И тут опять, к счастью, у нас чуть повыше результат, чем в среднем по Российской Федерации. Хотя
задача несложная. Таких задач мы решаем достаточно много и в течение 8 класса, и 9 класса, и 11 класса. Но, к сожалению, процент выполнения небольшой. Вот здесь еще, уважаемые коллеги, может быть, вам тоже приходилось сталкиваться с таким. Вот очень многие дети, особенно те, кто не сдает химию, как они выполняют ВПРы. Они химию не сдают, большей части, ну какой-то части достаточно 3 баллов. Вот они выполняют какие-то задания, говорят, все, я больше ничего делать не буду, я все решил. Наверное, вам тоже приходилось с этим сталкиваться, и, к сожалению, вот эти вот задания, которые находятся уже во второй части самой ВПР, вот это задание, предыдущее задание, вот, это задание 13-е, одним словом, все последние задания, они подпадают вот под это пренебрежительное отношение уже со стороны учащихся. Конечно, нужно объяснять, что это и рейтинг, это и определенные результаты, которые мониторятся сверху, и нужно все-таки здесь работать, находить какие-то человеческие слова по-человечески. 11-классники уже такие люди, с которыми нужно только договариваться, там ничего давлением, вы знаете, сделать уже невозможно, взрослые люди, поэтому здесь только вот объяснять, почему надо до конца выполнять, стараться выполнить все эти задания. Итак, что же делать? Ну, как обычно, кто виноват, а что делать, да? Кто виноват, мы уже знаем, у нас всегда учитель виноват, да? А что вот делать, давайте мы с вами посмотрим. Итак, первое. Для того, чтобы успешно ребенок выполнял такие задания, конечно же, задания нужно подбирать такого типа. И 1-2 заданий, если вы их решили либо перед ВПР, либо вообще в течение какого-то периода, конечно, их будет мало. Их нужно постоянно провешивать задания такого типа. Где их взять? Первое. Ну, сейчас появилось очень много в сети. Сейчас таких заданий. Уже и демоверсии есть ВПР, уже какой-то банк на сайте fipi.ru есть, значит, банк заданий. Его можно использовать вот здесь для подготовки к контрольным работам такого типа. Вот здесь опять же моментик такой. У нас нет часов отдельно для подготовки детей отдельно к ВПР, да? Следовательно, задания такого типа нужно решать постоянно в течение какого-то промежутка времени. Но использовать на уроках вместо расчетных задач, вместо еще каких-то задач, или когда мы повторяем. Но эти задания нужно использовать в учебном процессе. Дальше, очень важно, задания должны быть разноуровневыми. Большая часть заданий должна позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне. Но какая-то часть заданий проверяет планируемые результаты и на повышенном уровне. Поэтому задания разноуровневые. А потом, вы знаете, даже самый слабый ребенок всегда тянется за теми, кто посильнее, особенно в коллективе сверстников. Поэтому это и будут и развивающие задания. Следующее. Итак, практикоориентированные задания. Ну, к примеру, задание вот такого типа. На массовую долю растворенного вещества, но формулировка другая. Практикоориентированное задание, да. Опять же, вот это задание про кухню. Практикоориентированное, да. Значит, предыдущие задания, которые мы с вами рассматривали, изменения в концентрации, практикоориентированные, да, поэтому вот такие практикоориентированные задания, их нужно использовать, опять же, систематически в учебном процессе. Дальше. Использовать на контрольных, на проверочных работах какие-то стандартизированные работы, то есть работы должны быть примерно сходными по текстам. Когда вы составляете какие-либо задания, хотя бы задания должны быть похожи по форме, чтобы ребенок привыкал уже вот к такой форме проведения контрольных работ.
И тексты должны звучать сходным образом или одинаково. Нужно пересматривать какие-то контрольные работы. Понятно, что каждую контрольную работу, но физически это очень сложно сделать, если учитель работает не только, преподает химию, допустим, а преподает еще и биологию, а кто-то еще преподает и географию. Физически это сложно очень сделать, но здесь можно делать это постепенно, накапливая потихонечку свой педагогический материал. Следующее. Использовать содержание и формы, подходы к организации и проведению текущего контроля в форме ВПР. Итак, все работы, которые вы проводите, опять-таки, я знаю, как это сложно, опять-таки, надо пересматривать задания, которые вы будете давать, и опять-таки, это материальные ресурсы, это и распечатывать, и бумага, это все вкупе. Я понимаю, что это много, но тем не менее, хотя бы постепенно нужно это делать, переходить вот на тот новый формат формулировок тестовых заданий. Следующее. Планомерно работать с детьми по формированию вот этих умений, планировать, учить ребенка планировать, выполнять учебные задания, как это делать, что, в каком порядке выполнять. Если у тебя не получается не застревать на одном задании, смотреть, насколько полный ребенок выполнил задание и насколько соответствуют те ответы у детей, которые соответствуют формулировкам, предложенным заданий. Вот это обязательно нужно отслеживать. С этим нужно обязательно работать. Ну и, конечно же, немаловажно. Есть часть детей, которые пишут, как Бог на душу положит, и, соответственно, также оформляют задания. Не так, как вы учили. Вот нужно добиваться такого результата, чтобы было оформлено точно так же, как вы это показываете. В первую очередь, это понятно будет самому ребенку. Это не будет каша на листочке, да, вы понимаете это сами. Ну и, конечно, по возможности, персональный анализ результатов выполнения ВПР. Мы это делаем с вами. Мы это делаем, когда составляем отчет. Но вот составили отчет, отправили, и мы больше туда не заглядываем. А очень полезно было бы заглянуть туда и посмотреть общий процент выполнения работ. Посмотрите, там есть и итоги выполнения работы. Сколько выполненных заданий по каждому ученику. Дальше, сколько процент выполнения каждого задания в каждой школе, даже по каждому классу, они все, эти цифры, они есть у вас в той простыне, которую вы вбиваете для того, чтобы отправить уже непосредственно в Министерство образования. Поэтому вот такой персональный анализ нужно проводить. Ну и, конечно, персональный анализ. Если вы составили аналогичную контрольную работу, мы делаем анализ этой работы, да, но не всегда доходят руки сделать вот так, вот вбить все эти цифры, это просто немыслимо, если это вбивать по каждому предмету, это все эти циферки после каждой контрольной работы. Тем не менее, старайтесь где-то вот выборочно это делать, и по таким таблицам, используя, вот, кстати, те таблицы, которые приходят с ВПР, старайтесь это использовать, потому что это, опять же, большое подспорье для вашей работы. Ну что, уважаемые коллеги, я проанализировала все, посмотрели мы с вами. Я думаю, что задачи ясны. Надо работать и как можно больше работать, где-то вот использовать такие задания в текущей работе. Я желаю вам всего хорошего, всего вам доброго. До следующей встречи. Спасибо за внимание. До свидания.